Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто тайно думает о вас по ночам. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь и ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. Здесь показывают человека, который находится постоянно в центре каких-то событий. Кто-то находится в центре даже чрезвычайных событий или события, где происходят какие-то скандалы, конфликты. У кого-то здесь может быть вообще рушится жизнь, рушатся какие-то надежды. Вы злитесь, ругаете судьбу. Почему? Почему так все происходит? У кого-то здесь может быть состояние здоровья, пошатанное состояние здоровья. То одно происходит, что-то со здоровьем, то второе. Очень много воспоминаний о каком-то приятном прошлом, о каких-то встречах, о каких-то, может быть, даже свиданиях. Здесь может быть переживание тоже за детей. Также здесь какая-то ситуация может у кого-то происходить неотложенная, надо быстро действовать, решительно. У кого-то здесь вот путаются прошлое с настоящим. Какой-то такой связующий еще момент есть между прошлым вашим и вашим настоящим. У кого-то что-то, может быть, тянется еще что-то из прошлого, какая-то проблема. Та ситуация, которую надо решать сейчас. А у кого-то вот сил уже больше нет, с кем-то воевать, уже устали. На самом деле вам хочется просто от всех отключиться и быть вот в каком-то спокойном месте. Когда же вы меня все оставите в покое? Чувство какого-то неудовлетворения вообще сегодняшним состоянием, сегодняшним каким-то положением. Вы находитесь в том состоянии, когда нету выхода. Можете думать о том, что как будто бы вам все заблокировали, закрыли. Состояние депрессии, тревоги какой-то. Можете думать о том, что вам кто-то чего-то сделал, намагичил или как-то на вас повлиял. Но здесь женщина, у которой, в принципе, хорошо работает интуиция. И в тот момент тревоги, когда она начинает пугаться, или она не слышит эту интуицию, или она вот как выключается. Но я думаю, она не слышит эту интуицию. Здесь в целом показывает, что жизнь ваша наладится. Притом очень хорошо наладится. Произойдет какой-то такой случай в вашей жизни, когда вас откуда-то на самом деле вытащат. И есть такие люди избранные. Вот вы почувствуете себя, как будто бы вы избраны. Или я родилась в белой рубахе. У кого-то, может быть, даже намечается какая-то неприятная ситуация. Вы чувствуете об этом, но вы также из нее как-то выйдете. Может вам показаться это каким-то волшебным образом, как Бог меня спас, да, вот какое-то такое состояние. У кого-то завершится скоро время долгов, расплат каких-то. Вот чувствуете вы, что вы там, чего-то там должны, всем должна, ничего не остается. Вот это вот закончится. Откроются перед вами какие-то новые дороги. Поедете вы куда-то или будете выбирать место жительства туда или туда. У кого-то здесь именно может быть встать вопрос на выборе того или того партнера, или с партнером, или вообще без. Кто-то в окружении вас и находится человек, как будто вот вы можете сказать, бес попутал или человек изменился. На самом деле он очень негативно на вас влияет. Если вы видите или замечаете, что человек какой-то, да, изменился, вот просто подменили как будто бы его, отходите подальше от таких людей, вот просто абстрагируйтесь, мягко теряйте с ними контакт. И смотрите по ситуации. Можно и резко поступить, разрубить контакт, разорвать контакт. Здесь у вас будет два пути решения, именно как решить этот вопрос. Даже вот отвязаться от кого-то. У кого-то здесь, может быть, родятся какие-то идеи, которые помогут вам выйти из данных ситуаций. Болеете вы сердцем за близких, за детей, но можете приносить в жертву себя. Вот это вот неправильно. Неправильно думаете. Вам нужно позаботиться о себе, только тогда ваши близкие будут в безопасности. Вы человек смелый,
Но в период тревожности, потрясений, когда все до кучи накладывается, вы не знаете просто, куда идти, в какую сторону. Вы запутываетесь. В этой ситуации настойчиво рекомендую почитать Псалом 90 перед сном на протяжении 7 или 9 дней. Сразу вы почувствуете движение, сразу вы найдете выход. У вас еще может быть то чувство, что вас кто-то как будто бы преследует или ревнует вас. Это не просто ревность, это ревность, да, с таким каким-то злом. А так этого нету на самом деле. Этого нету. Вы человек активный очень по жизни и прямолинейный. Ваша вот эта вот прямолинейность, она может задевать людей. Люди начинают плохо о вас думать с этой прямолинейностью. Возможно, около вас не та публика, которая понимает вас такой, какая вы есть. И воспринимает это очень остро, всерьез, близко к сердцу. Вы вот как думаете, так скажете. Если же отрежете, то навсегда, да, вот как-то так, какие-то отношения, или уйдете откуда-то, то это уже навсегда. Вы возвратки не даете себе в прошлое или возвращать прошлое. Но вы также человек такой решительный. Сидите себе, сидите, потом резко встаете и делаете. Вот так вот. Умейте сказать прямо в лицо и правду. Любите людей таких тоже правдорубов. И вы не боитесь, когда вам говорят в лицо правду. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Вот так вот. У человека все, вот знаете, как-то складывается в жизни с какими-то, на самом деле, потрясениями, но потом после этих потрясений вы чувствуете, вот как вознаграждение, как будто приходит в вашу жизнь. У человека очень хорошо интуиция. Вы находитесь, знаете, здесь у человека может быть дар, и вы находитесь часто в таких ситуациях, где на самом деле происходит что-то такое, где скандалы, разрушения, какие-то вот такие вещи. Вот как, может быть, даже человек-проводник, человек, который должен что-то сказать, да, подсказку какую-то, кому-то дать совет. Или к вам могут приходить с какими-то люди проблемами, жаловаться, изливать душу. А вы даете советы. И правильно, да, вот именно вы в той точке находитесь. Вы туда посланы, да, как посланник. И здесь могут смотреть ясновидящие. Здесь могут даже находиться и знахари, те люди, которые умеют лечить. Ответственны очень, аж до мелочей. Вы стараетесь продумать все до деталей. Вы, если собираете рюкзак, то там будет в этом рюкзаке все. Минимальное, но все. Буквально все. Возможно, тот человек, который даже когда идет элементарно в магазин, он пишет план, пишет список, что ему нужно приобрести. И четко по этому списку действует. Вот так вот. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Кто тайно думает о вас по ночам? Ни о ком сейчас не думайте, думайте только о себе. Ну, кто-то сожалеет. Тот, кто сожалеет. Такое чувство, что вам наговорил глупостей каких-то или чего-то такого детского. Да, повел себя как ребенок. Также человек сейчас исследует вообще почву, как вы там поживаете или что вы к нему чувствуете, к этому человеку или к ней. Но здесь есть такое, знаете, чувство даже стыда за свое поведение. Человек это признает. Как-то стрёмно. Это мужчина, сразу вышел мужчина. Знаете, вот тут то чувство, как будто бы какой черт меня дергнул, да? Я же соображаю, я же все контролирую, я все говорю всегда правильно, но тут та ситуация, как будто бы в меня кто-то вселился, и вот я понес чушь. Или человек выпил, или человек на самом деле ни с того ни с сего, да, чего-то такого сказал, может быть, даже сделал, но ему сейчас стыдно за эти поступки. Человек пытается все собрать по кусочкам, вообще понять, что происходило с ним и что делать дальше.
Здесь присутствует такая гордость. Знаете, это тот тип человека, который... Извини, что я тебя ударил, но ты сама виновата, ты напросилась, да? Но сначала извини, а потом же, да, вот все же признать, что вы виноваты. То есть, или, да, вот какие-то такие именно ситуации у этого человека вот всегда, почти всегда, да, вот вроде как извиниться, но потом с таким опломбом, но потом вот все равно же обвинит кого-то, да. Здесь такое осознание дурака. Вот я себя чувствую каким-то идиотом в этой ситуации. А здесь, знаете, даже и признание-то его и не надо. Здесь все по справедливости идет. Вы женщина, которая в принципе, да, он смотрит на вас уважают все. Вы чего-то стоите в этой жизни, да, здесь такая ценная женщина. И человек, видимо, вас уже потерял, да, сейчас об этом сидит, сожалеет, локти грызет, которые уже далеко. Но он понимает, что и терять как бы не хочется, да, вас. И с другой стороны, как-то стрёмно, уже-то потерял. И сейчас, да, вот он хочет как-то себя или перед кем-то оправдать, или перед вами оправдать. Но не хочет он здесь терять свою... какую-то вот, понимаете, гордость, не хочет упасть в грязь лицом. У человека как будто бы, знаете, вот на самом деле бывают какие-то вот такие заскоки, за которые он потом, да, с гордостью, так скажем, сожалеет, с гордостью. Тяжело из него вытащить вот какие-то слезы или какую-то вот признание, да, чистосердечное. Это человек, который, да лучше прибейте меня, нежели, да, вот я как-то буду перед кем-то извиняться. Вот ему очень в этом плане сложно. Вы женщина, которая, возможно, да, вот с гордо поднятой головой. И ему очень сложно конкретно к вам, да, вот подойти, вот как-то извиниться. Он видит, что вы такая самодостаточная, ресурсная, чего хотите, того получаете. И у вас все, что запланировано, все удается по жизни. Также вы такая, которая не любит какие-то сопли жевать, та, которая за цену именно обид, да, воспринимает вот какие-то или дорогие подарки, да, или вот навряд ли, хотя даже и подарки здесь не помогут. То есть, чтобы откупить свою вину перед вами, да, здесь нужно вот на самом деле вот как-то ухищриться еще, вот вам угодить, вот как-то так сложно. Здесь очень такой выходит ваш портрет, я бы сказала, женщина, да, такая с гордостью, женская гордость. Она не будет бегать, она не будет прогибаться, вот такое есть. И тут мужчина тоже гордый. Все тут гордые, никто извиняться не хочет, но отношений бы хотел. Или уравновесить как-то вообще ситуацию. Сейчас мужчина получает мзды, да, вот именно по заслугам. Возможно, что-то может происходить, да, именно по деньгам, по финансам, какая-то структура рушится его, может быть, финансовая подушка, структура. Внутреннее разрушение может быть у вас, вот наоборот, здесь после данного человека как будто бы отпустило. Возможно, бы даже было так, что человек был для вас в какой-то степени такой моральный тиран или, в принципе, тиран, да. Вы и не ждете никаких извинений, вы просто хотите поменять свою судьбу, сделать все иначе. У кого-то здесь вот просыпается даже такое чувство, да, возобновления себя. Собираю себя по кусочкам, но здесь целостность, в принципе, ваша сохраняется, при том, что на вас кто-то здесь давил. Вы чувствуете сейчас, после данного поступка этого человека как вот пажа. Хотя, да, пришел ко мне мужчиной, а стал вот именно какой-то пажик, так скажем, да, даже вот как-то и нечего о нем сказать особо. Здесь человек, который
может пытаться льстить как-то. Да, потому что ценного подарить ничего не может. Эгоист может в какой-то степени быть. Эгоист. Тиран еще к тому же. Это вообще жестокая такая двойка в нем. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Кто тайно думает о вас по ночам? Какой-то дурачок. Вот именно глупый какой-то дурачок. Даже это, знаете, как я бы сказала, не мужчина, а женщина. Если вы сейчас находитесь в отношениях, я вам могу сказать, что здесь путается какая-то под ногами дама. Притом сама находится в обнулении, полном обнулении. Но она этого не понимает. И может считать, что вы в обнулении. То, что вы обманута. Может быть, это даже третье лицо, любовница. Но также здесь может проходить женщина, которая... Или у вас был конфликт. Или, знаете, еще может быть так, что вот собирается компания людей, да, и все между друг другом обсуждают вас. И вот она является вот затейником каким-то, на глупам. Здесь, да, может тема и треугольников у кого-то проходить. Она считает вас, что вас не любит мужчина, он любит ее. Притом она находится в обмане полном. Я бы сказала, в обмане находятся все, если уж так пошло. И вот, знаете, несет какую-то глупость, какую-то чушь у вас. Зло разбирает, ревность есть, чувство собственничества, неудовлетворенности какой-то. Ей хочется навсегда, да, вот быть с этим человеком. Но здесь все вот как будто какой-то миф человек раздувает. Если между вами мужчина, то мужчина ходит и раздувает миф, что мы будем вместе и так далее, но это все ложь. У кого-то здесь проходит именно бывший, тот, о котором мы сейчас говорили. Есть какая-то около него глупая дама, которая до сих пор ревнует его к вам. Здесь это чувство, как будто бы у нее, что он встречается с вами в тайне. Где-то в тайне вы встречаетесь, хотя он вам вообще не нужен, но вряд ли. Ведет себя по-дурацки, по-детски, возможно, даже показывает что-то, да, именно конфликтуя с ним, что ты вот ходишь к ней и так далее, да, вот, или вот пытается вставлять ему какие-то палки в колеса, пытается вот сделать какую-то проблему ему, здесь какие-то денежные могут происходить проблемы. И если это, да, разговор о бывшем идет, так это его женщина, вот, с которой он сейчас. Но там уже, знаете, пиши пропало. Там, возможно, тоже происходит какой-то треугольник. Да. Здесь есть у женщины чувства, но здесь у женщины есть и глупость. Вот так вот. Но она о вас очень зло как-то негативно отзывается. Хотя вы уже давно в прошлом, да. Хотя у вас уже нет с этим мужчиной ничего. Здесь вот какая-то... Может быть, даже, знаете, женщина употребляет ваше имя или постоянно вас связывает в свои разговоры, когда ругается с ним, ссорится с ним. Есть подозрение, что вы вместе где-то встречаетесь. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Кто тайно думает о вас по ночам?
Здесь какой-то мужчина, который находится в семейных отношениях, в паре. Он в вас влюбился. Такое чувство, что вот недавно, буквально вот хочется сказать на неделе, да, или в этом месяце, то чувство, как будто бы вы или говорили с ним, или вот как-то, ну, флиртовали, да. Здесь может быть такое, что ему показалось, что это флиртом. Или посмотрели на него, но здесь вот что-то такое флирт там проходит от вас. Вы его вот как будто бы заманили в свои сети именно в ментале. Человек думает о вас. Находясь где-то в отношениях, спит в постели с женой и думает о вас. Моложе вас, намного моложе. Здесь есть какие-то ситуации, которые держат его в этой семье. Это могут быть дети, это может быть вообще ответственность, ипотека, еще что-то, да. И человек не знает, что с этим делать. Он находится в отношениях, но я не вижу чувств. Я вижу чувства к вам. Да, то чувство, когда мы уже прожили долго, и мне уже не интересно с женой. Уже угасли отношения. Жена как будто бы старается о том, о чем они вместе заботятся. Это дети. Она отвлечена полностью там. А мужчина, зная, вот, да, вот, ходит, смотрит налево-направо. И такое чувство, как будто бы вы захватили всю его голову. Здесь человек теперь постоянно на 24/7, так можем сказать, думает о вашей какой-то встрече. У него есть какие-то даже постельные такие фантазии вас. И вспоминает эту встречу, вспоминает то, как вы себя вели. Также видит, что от вас исходят какие-то вот флюиды, от вас исходит какая-то харизма, от вас исходит какое-то внимание к нему. Поэтому здесь человек к вам притянулся очень сильно. Но здесь есть дети. Вам этого не надо. Вы этого и не хотите. Вы не хотите женатиков. Мужчина почему-то думает, что нужно много заработать, чтобы отвязаться от этих отношений. Человек думает расходиться. У человека в планах заработать какие-то деньги, чтобы отвязаться от отношений. Он не хочет нести какую-то ответственность. Вот погляньте-ка. А вам оно надо такое? Не надо, я думаю. Так, кто еще тайно думает о вас по ночам? Здесь еще один мужчина находится. Он находится в поле вашего зрения. Человек, который постоянно или играет в какие-то азартные игры, или увлекается чем-то таким спортивным и так далее. Может быть, футбол, поклонник футбола, ходит на мероприятия эти все мячиковые и так далее. Но вот вы, знаете, особо тоже вот есть такое чувство, что вы с ним флиртуете, да, или вот как-то глазками, или поведением своим каким-то, вот показывая. Человек так чувствует, что вы проявляете к нему такое внимание. Хотя вы просто можете улыбаться, быть милой. Но я не вижу ваших чувств. Я вижу, что он чувствует, что вы с ним как-то заигрываете, что он вам симпатичен. А он вам не симпатичен, вы просто здесь проявляете какое-то уважение. Знаете, вот как бы улыбаетесь, да, чтобы, ну вот именно не обидеть. У человека здесь уже созрел план, да, вот какой-то сразу же. Делать какие-то шаги. Есть какие-то у вас, возможно, может быть, кто-то у вас есть, потому что он чувствует, какие-то есть тут препятствия.
человек с ума сходит, ему кажется, что вы влюбились в него. На самом деле, я вижу, вам вообще по барабану. Вы занимаетесь... У вас, возможно, кто-то есть другой, о ком вы думаете. Вам вообще не интересен тот мужчина. Тот мужчина, возможно, даже старше вас. Но дело не в возрасте. Это как для знака, да. Но он думает, что он вам нравится. У него есть даже, вот знаете, можно так сказать, физическое к вам желание. Вот может мысленно как-то вас раздевать, вот так вот, да, представлять вас, как вы его там очаровываете, обнимаете и так далее. Тем самым человек влюбляется больше и больше, а вы проявляете в некой степени «я появляюсь и исчезаю», вот где-то так. И, знаете, вот этим своим исчезая, потому что вам этот мужчина не интересен, и тем больше он интересуется вами, тем больше он за вами бежит здесь. Вот это то же самое чувство, когда, если вы хотите притянуть мужчину, будьте от него чуть-чуть подальше, да. Вот старайтесь на самом деле вот как-то давать кнут и пряник, да. Я появляюсь и исчезаю. Вот то же самое, вот он эксперимент, так назовем это в кавычках, но все же тут я вижу, этот мужчина, даже если бы и проявился к вам, он вам будет неинтересен. У вас другие какие-то интересы к мужчинам, ну, вам другие мужчины нравятся, но не такие, как он. Да, это точно. И я думаю, даже если он проявится, он, кстати, будет к вам знаки внимания такие проявлять, но вы здесь отворот-поворот точно дадите, да. Вы скажете, ты что, попутал, да, вот как-то так, или я вообще ничего не имела в виду, да, вообще отстань от меня, кто ты такой, вот как-то так, да, просто из-за какого-то уважения вы вот как-то можете хорошо относиться, и поэтому здесь человек сразу, знаете, тут растаял. Возможно, даже пригласит вас куда-то или с подарком к вам заявится. Может пригласить, пойдем вместе в ресторан, да, сходим, или не хочет съездить куда-то. Вот какие-то такие намеки, но вам здесь не интересно. У вас на самом деле какая-то своя развивается жизнь, или же у вас... Может быть ответственность, могут быть дети, да, чем-то вы занимаетесь. То есть у вас вообще нет интереса сейчас пока к каким-то знакомствам мужчинам. Да, вам интересно, что вами интересуется, вам интересно, когда к вам какое-то внимание мужчины проявляют. Но в принципе, в целом, да, вот ничего никому серьезного вы не держите. А если и думаете о ком-то, определенно это другом каком-то человеке. Да, здесь мужчина включил такого, даже включил мотивацию, может быть, какую-то, старается как-то о себе, заботиться о себе. Вы подаете какие-то сигналы ему. На самом деле у человека поменялся мир, поменялось мировоззрение, характеристика даже какая-то. Но здесь будет башня. Здесь вы скажете четко «нет», все, давай, прощай. Вот человек проявится в вашу сторону, но не тот, о котором вы мечтали, думали, или не тот, кто вам понравится. Вот как-то так будете, может быть, даже удивлены, а не удивляйтесь. Но я думаю, после расклада вы уже и не удивитесь. Человек будет уделять вам знаки внимания. Вот так, давайте еще глянем, кто думает о вас. Тут опять мужчина. Но здесь не о любви тема. Здесь тема о том, как вы... Какая вы сильная, и как вы справляетесь с какими-то ситуациями, которые мужские. Да? Может быть, водите тяжелый грузовик там, или... Работаете на мужской профессии, может быть, или да, выполняете какие-то такие сложные функции, как вам все это удается, притом, знаете, видит вас женщину такую ресурсную, целостную и работоспособную, но чересчур вы такая сильная. Притом остаетесь женщиной, харизматичная, приятная такая, улыбаетесь, да, очень приятная. Но притом имеете какую-то сложную профессию, сложную работу. Как вы с этим справляетесь? Этот человек вам что-то должен.
Но у человека сейчас нету денег или чего-то, чтобы вам дать. Человек хочет вам это отдать, но не знает как. Он сам даже хочет вам что-то вернуть ваше. Вы ему помогали в чем-то или помогли, по крайней мере. Человек нашел для себя какую-то истину, ключ, выход из каких-то зависимостей, даже бросил что-то, какие-то, может быть, зловредные зависимости, вредные привычки благодаря вам. Он хочет что-то отплатить, но нечем отплатить. Считает, что вы такая женщина, да, которая или предвидит что-то наперед. Женщина с даром, да, или ведьма вы. Но вы вот как сказали, да, вот как будто так и произошло в его жизни. Но при том еще в чем-то ему помогли, вытащили его из каких-то вот реально зависимостей. Но человек хочет даже вот как-то вас на самом деле отблагодарить. Да, человек, кстати, вас отблагодарит. Резко, внезапно проявится с цветочками или с шоколадкой, вот с чем-то, да, чтобы вас отблагодарить. Может быть, даже написать вам вот что-то такое. То чувство, как будто бы вы человека вытащили, вот был человек почти перед смертью, а вы его вытащили. Да, считает вас ведьмой. Считает, что вы женщина, которая видит все наперед, которая решает судьбы человеческие. Но вы вселяете надежду жить, и вот знаете, возобновляете целостность человека. Может быть, даже лечите, возобновляете именно состояние здоровья какое-то, вот так вот. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.